Евгений Николаевич, добрый день, слышно, да? Звук включите. Приветствую, Роман Ярославович. Давайте попробую презентацию сделать, включить. Так, я демонстрацию открыл. Попробуйте. Сейчас, Нет? сейчас, ага. Видно, да? Пока нет. Видно? Теперь видно. Видно, да? Да, видно. Мгм. Там другие. Возьми. Денис, другие остались эти просто. инфо. Пожалуйста, звук отключите пока. Здравствуйте, Денис. Уважаемые коллеги, мы готовы начать. Евгений Николаевич, вы готовы? Да, добрый день, Роман Ярославович. Я готов. Если все готовы, то давайте. Одно вводное слово. Сегодня первый заместитель главы города Якутска Раз. по развитию территорий Евгений Николаевич Григорьев проведет презентацию объявленного в городе Якутске трехлетия благоустройства 21-23 годы и ответит на интересующие вас вопросы. Пожалуйста, Евгений Николаевич. Да, добрый день, коллеги. Мне очень отрадно сегодня представить перед вами
ту работу, которая, значит, ведется окружной администрацией в рамках объявленного трехлетия благоустройства на территории города Якутска. Сегодня мы понимаем, что вот-вот на днях будет очередное заседание сессии Якутской городской думы, где будет утвержден во втором чтении, значит, бюджет города Якутска, в первом чтении в основных параметрах у нас трехлетка благоустройства в тех деньгах, которых мы закладывали, утверждена. Поэтому мы сегодня уже ведем непосредственно работу по тем мероприятиям, которые мы планируем осуществить в рамках этого трехлетия. Хочу рассказать, в каких направлениях мы двигаемся, для чего мы это делаем и каким мы видим результат от нашей работы. Так, значит, основной задачей вообще трехлетия благоустройства мы видим, значит, преображение города, по большому счету. Мы сегодня, как и другие города, в том числе крупные города нашей России, участвуем в некой конкуренции между городами за население, за активных молодых людей, которые способны работать не только, значит, в нашем городе, но и, значит, за его пределами. Наша задача сделать для нас, для наших горожан удобный современный город, благоустроить его, и чтобы в нашем городе было удобно жить, было приятно, значит, созидать и развиваться как культурно, так и, значит, во всех своих профессиональных направлениях. Для этого мы видим основные 4 приоритета, по которым мы будем раскладывать всю нашу деятельность в рамках трехлетки благоустройства. По большому счету, город Якутск уже занимается так или иначе вопросами благоустройства, но эта деятельность происходит в неком разрозненном формате. Мы сегодня говорим, что мы в рамках строительства дорог делаем тротуары, там, в рамках формирования современной городской среды строим общественные пространства, в рамках текущей деятельности ремонтируем где-то дворовые территории. Но все это, значит, происходит не централизованно, значит, и не объединяется в одну концепцию. Наша задача, мы, значит, по 4 направлениям: экология, доступная среда, рекреация, безопасность, все эти мероприятия собираем под единое управление, под единую концепцию для того, чтобы централизованно, измеримо понимать, к какому результату мы должны прийти за эти 3 года. Результаты нашей трехлетки будут очень простые, измеримые. Каждый житель, каждый горожанин их сможет увидеть, почувствовать. Это те дворы, где мы живем, это те дороги, по которым мы ходим, и это те общественные пространства, где мы отдыхаем. Это наш большой общий дом. Значит, и по этим 4 направлениям, которые вы видите, мы будем раскладывать, в принципе, все наши знаковые проекты, так или иначе они должны быть затрагивать вот основные задачи, которые в рамках этих направлений мы выбираем. У нас, значит, создана проектная группа, значит, мы на еженедельной основе проводим штабы. Под моим руководством мы провели уже ряд штабов, и эта работа идет в еженедельном режиме. Мы, значит, готовим единую концепцию цветового оформления города Якутска, велокаркас города Якутска, концепцию развития общественных пространств, концепцию благоустройства территории Юсхотынь, комплексное развитие благоустройства кварталов и, значит, дворовые территории. Сегодня мы отдельно из этих, значит, направлений обсудим дворовые территории, концепцию развития общественных пространств. Ну и, значит, про велокаркасные дорожки я расскажу отдельно чуть позже. Значит, она будет реализовываться в основном в мероприятиях БКАДа, но мы, значит, уже сегодня имеем понимание, каким должен выглядеть велокаркас нашего города. Тоже касаемо по единому световому оформлению фасадному. Так, значит, в цифрах, что представляет из себя трехлетка благоустройства? Значит, по этапу 2021, 2022, 2023 года мы суммарно имеем сумму порядка 600 миллионов рублей. Значит, если разбить по годам, то вот вы видите, что основные деньги, значит, в этих работах, они заложены в строительно-монтажных работах по благоустройству дворовых территорий. Значит, у нас на эти мероприятия заложено в текущем году, в 2021 году, 125 миллионов. Плюсом к этой сумме мы уже сегодня имеем проведенный конкурс, значит, аукцион на дворовую территорию Пояркова 17, 17/2, ну, это 19. Это дворовая территория за Италикой, многоквартирных домов. У нас прошли торги, значит, и уже
будет проведена комплексный ремонт этой дворовой территории, то есть сюда плюсом прибавляется еще сумма с 18 миллионов до 14 миллионов по результатам торгов пали. Значит, мы понимаем, что порядка на сумму 140 миллионов рублей на будущий год мы отремонтируем только дворовые территории. Значит, какой принцип мы будем применять по ремонту дворовых территорий, я расскажу вам чуть позже. Значит, помимо этого мы, значит, видим, задача идет разработка схемы ливневой канализации, это схема водоотведения. На 22-23 год заложены деньги. Значит, мы видим, значит, по второй такой создание проектной группы на разработку градостроительной документации по 11 миллионов на 2021-2022 годы. Это деньги, которые направлены в нашем учреждении, главное архитектурно-планировочное учреждение. Оно будет заниматься разработкой проектно-сметной документации, в том числе дворовых территорий, в едином стиле, в едином подходе, чтобы мы могли понимать, что все дворы будут одинаковым образом внимание уделено. Значит, помимо этого мы, значит, направим средства на обустройство мест на накопление твердых коммунальных отходов, на благоустройство территорий ТОС. Это новая программа, по 3 миллиона мы будем отправлять ТОСам. Значит, и деньги будут отправлены на реконструкцию объектов дорожного хозяйства в целях устройства доступной среды для маломобильных групп населения. Значит, также у нас деньги дополнительно деньги будут направлены на реализацию программы «Светлая столица». Это помимо тех денег и тех мероприятий, которые, значит, мы меняем освещение в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». То есть, по большому счету, вот это дополнительные деньги, дополнительные мероприятия, которые идут помимо тех работ, которые мы проводим в рамках нашей работы относительно, значит, деятельности по национальным проектам и проектам с участием республики. Так, значит, одним из знаковых проектов будет это благоустройство Парка Победы. Значит, на будущий год мы эту работу продолжаем. У нас, как и планировалось, работа по парку разбита на 3 года. Это 2 этапа. Мы в следующем году закончим первый этап. Значит, у нас первый этап разделен на 2 части. В этом году мы, значит, построили стеллу и сделали основную площадь мощением из тротуарной плитки и установили памятник Ивану Николаевичу Кульбертинову. Значит, это было все в рамках первой части, первого этапа. На будущий год мы, значит, закончим первый этап, и на это действие было заложено более 50 миллионов рублей. И к столетию Якутской ССР в 2022 году мы планируем закончить полностью весь парк, сделав его ну, в той стилистике, которую вы сейчас можете видеть на слайде. Так, значит, помимо этого мы понимаем, что, значит, в рамках года благоустройства мы будем применять единый подход в формировании, значит, проектно-сметной документации осуществления работ по устройству тротуаров, освещения, реконструкции объектов дорожного хозяйства. И, значит, тот угол на благоустройство и на, значит, преобладание возможности строительства велосипедных дорожек, значит, изменения и добавления, значит, автобусных остановок, в том числе строительство теплых остановок, это наш приоритет в рамках реализации этих национальных проектов. Вот на ваших фотографиях сейчас элементы, которые заложены в реконструкцию проспекта Ленина. Так, значит, и, значит, что касаемо общественных пространств, мы, значит, по той работе, которая проводится сегодня в рамках трехлетия благоустройства, понимаем то, что мало того, что их надо построить, за ними надо грамотно эксплуатировать, значит, и наполнять их каким-то смысловым содержанием. Для этих целей мы выделили 10 основных общественных пространств, которые мы планируем, значит, отремонтировать, построить и эксплуатировать в дальнейшем через единый центр управления. И центром управления у нас будет муниципальное автономное учреждение, центр, значит, общественных пространств, то есть это парк культуры и отдыха, сегодняшний наш. Под его управление мы отдаем эти 10 общественных пространств.
на которых будет сформировано, на каждой из них будет сформировано конкурс. Для участия в конкурсе будут привлекаться предприниматели, которые способны организовать там, значит, какую-то торговлю для покрытия своих потребностей, там, кофе-точки либо подобное, и в свою очередь, значит, относиться к этому месту по-хозяйски, должным образом эксплуатировать, убирать, значит, содержать и проводить какие-то мероприятия. К слову, от общественных организаций большой интерес. Эту идею мы совместно обсудили, и нам ее предложил общественный совет при городе Якутске. Значит, есть предприниматели, которые заинтересованы в этой деятельности. Ну и мы видим в этом, значит, огромный плюс вовлечения местного населения в развитие общественных пространств и наполнение их смыслами. Это что касается текущих общественных пространств. У нас тоже в штабном режиме еженедельно проводится эта работа. Думаю, к началу этого сезона мы уже будем иметь конкретных предпринимателей на каждой площади, и, значит, они будут осуществлять там смысловое наполнение их и, значит, эксплуатацию. Что касается, наверное, самого объемного и самого важного, на мой взгляд, это, значит, благоустройство дворовых территорий. Значит, мы понимаем, что за 3 года у нас огромная задача, которая ставится перед нами. Мы должны сделать этот город, наш общий дом, удобным и приятным для проживания. Слава богу, реализуется национальный проект «Безопасные, качественные дороги», и к 2024 году мы прекрасно, значит, есть прекрасная возможность привести дороги города в должное состояние. Остается вопрос с внутриквартальными проездами и с дворовыми территориями. Поэтому, значит, принято это решение, по большому счету, для того, чтобы синхронизировать эти два, значит, мероприятия, чтобы разом к 2024 году резко преобразить ситуацию в городе. То есть дороги отремонтированы и дворовые территории отремонтированы, по большому счету, ну, крупными мазками. Тогда это позволит резко увеличить уровень качества и благоустроенности города в целом. Значит, на что мы опираемся? Мы, значит, опираемся на те деньги, которые мы заложили в проект бюджета 2021, 2022, 2023 года. К слову, на 2021 год мы сейчас имеем 125 миллионов в проекте и уже отторгованная сумма, то есть это порядка 140 миллионов. И у нас есть, значит, адресный список, который был сформирован коллегами еще до этого по формированию современной городской среды. В этот адресный список попало 97 дворовых территорий, которые прошли конкурсный отбор. Значит, сегодня есть этот список, сегодня есть те деньги, тот объем финансирования, который мы собираемся отправлять на дворовые территории. И дальше нужно, значит, предлагаем применить следующий подход. Вот перед вами тот список дворов, который, значит, прошел по муниципальной программе формирования современной городской среды. Там, значит, коллеги проводили голосование, отбор этих дворовых территорий. И, значит, по ним, по первым 8, которые вы видите красным цветом обозначены в левом верхнем углу, по этим территориям была, значит, разработана проектно-сметная документация, она уже готовая есть. Мы ее сегодня изучаем. Мы ее сегодня корректируем в подходе того, что, значит, как нам видится, мы хотим, чтобы во всех, значит, территориях, куда мы будем заходить, ремонтировать, был применен один единый подход. То есть у нас не должно быть где-то любимых дворов, где-то нелюбимых. Все дворы должны отремонтировать одинаковым образом. Поэтому, значит, мы синхронизируем для уменьшения стоимости за счет объема на детские площадки. Мы хотим, чтобы был единый поставщик, который, ну, сможет за счет этого сможем сэкономить деньги на закупе оборудования МАФов. Значит, мы сегодня применяем, корректируем проектно-сметную документацию, исходя из спортинвентаря, который необходим. Значит, здесь смысл какой? Мы хотим сделать спортивные площадки центром притяжения для молодежи. Хорошим примером сегодня является та спортивная площадка, которая построена на территории городского пляжа на 202 микрорайоне. Она является местом притяжения, и, в принципе, в ней нету вот всяких сложных инструментов спортивных, которые
зачастую ломаются и там через год-два приходят в негодное состояние. Это турники, брусья, значит, лавки для упражнений по прессу, подобное. То есть мы применим такой нормальный, будем хороший комплекс строить в расчете на того, что туда будут ходить тренироваться не только ребята с этого дома, но и ближайших дворов. То есть на несколько дворов одну хорошую большую спортивную площадку, и у каждого дома, значит, детскую площадку отдельную, значит, и отремонтируем дворовые проезды, поменяем санитарные точки, детскую площадку, значит, и вот разберемся со спортивными площадками, сделаем их местом притяжения для молодежи. Ну и не только для молодежи, чтобы люди наши были здоровы и полны жизненной энергии. Значит, поэтому сегодня мы рассматриваем вот эти вот 8 дворов, и, значит, вот эта дальше корреляция нам была выбрана вот этих дворовых территорий, повторяюсь, исходя из голосования. Вместе с тем мы изучили опыт работы по подобным вещам, которые проводятся по России в целом. Мы опираемся на опыт города Казани, где действует республиканская программа «Наш двор», руководимая, значит, Рустамом Миннихановым, президентом Татарстана. Там, значит, метод отбора следующий, он учитывает вовлеченность самих жителей, готовность их софинансировать эти работы. В целом там исходит из квадратного метра. То есть с каждого квадратного метра жилья они берут там по рублю, по два, чтобы люди могли софинансировать и относиться потом к этому как к своему имуществу, как имуществу многоквартирного дома, по большому счету. Значит, поэтому мы здесь тоже сегодня ведем работу, значит, с управляющими компаниями, и, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться через вас, через прессу, к жителям города Якутска. Те, которые хотят софинансировать, мы будем ранжировать в первую очередь. Мы хотим показать эту практику такую, что вот мы усилия города и усилия общественности дают такой вот хороший результат в плане того, что вот вместе взявшись, мы быстрее и больше сможем сделать пользы для нашего общего города. Сегодня мы ведем работу с управляющими компаниями. Крупные управляющие компании заинтересовались, они готовы с нами выступить в софинансировании этого начинания и приводить дворовые территории в порядок. Поэтому, значит, вот этот список, в принципе, возможен корреляции, за исключением вот 8 первых, потому что на них уже были потрачены в предыдущие года деньги, проекты разработали, значит, по этим проектам работы надо проходить, мы единственное их откорректируем. Вот. Так, значит, по дворовым территориям, ну, вот это вот эскизные проекты того, что уже есть, как они будут выглядеть, да, и вот в таком подходе мы собираемся приводить в порядок эти дворовые территории. Здесь, наверное, вот необходимо будет донести, если у жителей есть желание и, значит, какие-то видения по софинансированию, они хотят проявлять большую, значит, заинтересованность, мы готовы выслушать и, значит, направить наши силы совместно на достижение результата. Так, вот, ну, кратко, наверное, у меня все. Роман Ярославович, я готов, наверное, ответить на вопросы. Пожалуйста, спасибо за интересную и такую объемную презентацию. Уважаемые коллеги, журналисты, пожалуйста, представляйтесь, задавайте вопросы. А звук проверить можно? Работает звук. Нормально слышно, да? Угу. Так, можно, да, первый? Так, ну хорошо, там посмотрим, я сейчас найду вот то, что он говорит. Пожалуйста. Так, можно начинать, да? Да, пожалуйста, слушаю вас. Ага. Так, Денис Адамов, интернет-издание Якутия.Инфо. Евгений Николаевич, вот по поводу водоотведения не прозвучало цифры, потому что если делать, это первый вопрос, если делать сейчас дворовые территории, то обязательно нужно синхронизировать это с работами по водоотведению, потому что вот на Чернышевского 12 сделали, например, вот у нас как раз-таки мы заявку подали, а там водоотведение пока не предусмотрено, и естественные склоны, стоки, они идут так пока что очень условно, и мы еще не знаем, к чему это приведет. Если такие масштабные работы будут проводиться, без единой синхронизации и финансирования водоотведения очень много возникнет проблем. Это первый вопрос. То есть деньги должны быть известны, по идее, уже сейчас же заложенные на водоотведение.
Да, смотрите, значит, спасибо за интересный вопрос. Он фундаментальный в целом. Смотрите, мы, значит, по тем дворовым территориям, которые мы сейчас рассматриваем, в рамках их проектов есть водоотведение, и мы обязательно учитываем водоотведение. В целом по городу Якутску, по развитию, значит, системы водоотведения, вот у нас разработка схемы ливневой канализации, она строкой вот здесь идет, и суммы, они предусмотрены на 21, 22, 23 год. Значит, как будет готова схема, мы из этой схемы будем уже все технические условия на новое строительство многоквартирных домов, каких-либо социальных объектов приводить под эту схему, под эти вертикальные отметки и туда, куда уводить. Сегодня, к сожалению, ну, вот эта вот практика, которая была наработана десятилетиями, она, значит, показала, что, значит, схема водоотведения, которая сегодня выдается технические условия, они, значит, ну, не удовлетворяют тем потребностям, которые есть по факту. Поэтому, значит, мы будем эту систему менять, исходя из фундаментального документа, который мы заложили в рамках трехлетки благоустройства. По тем же дворовым территориям, которые мы будем сегодня ремонтировать, мы будем, ну, вот, уводить их в существующие лотки по возможности, где есть, ну, где нет, значит, ну, вот, будем применять некие варианты, вот как испариватели, которые были применены на Чернышевского. То есть в этих, вот в следующем году 140 миллионов средств на водоотведение, в них, вот в этих 140 миллионов заложены, да? Конечно. Ну вот смотрите, допустим, дворовая территория, которая у нас сегодня уже отторгована. Да, мы сегодня имеем вот Пояркова 17, корпус 2, 19, 19, корпус 1. Здесь водоотведение будет уводиться на, значит, улицу Курашова. Там оно есть, это водоотведение. И, значит, вдоль этих лотков оно будет уходить. Здесь, значит, в рамках проекта это есть. А вот система Горканал, Горканал, да, единая смотрите. система, она сейчас доведена до ума, чтобы принимать уже все эти, да, сливы вот эти вот? Или она будет Да, постепенно доводиться до ума? по Горканалу, конечно, Городской канал там. смотрите, вообще, значит, схема ливневой канализации, вот, о которой идет речь, она, в принципе, и должна в своей основе давать ответы, куда же мы должны сводить эту воду, в какие озера, пруды, горканал, каким образом оставить очистные сооружения, где и в каком объеме, где необходимо строить новые лотки. Это понимание у нас есть, мы сегодня испытываем острую необходимость в этом, значит, и поэтому сегодня мы опираемся на существующую схему водоотведения города, какая-никакая она есть, мы ежегодно сегодня в рамках БК достроим эти лотки, где можно, и поэтому мы вот до тех пор, пока она не будет сделана, мы будем строить в том понимании, где это есть, да, но потом уже мы это все свяжем в единый документ, которого, к сожалению, пока нету. И этот единый пока нет. да, и этот единый документ будет базой и после нас, и наших детей, когда они будут, значит, ну, разрабатывать и строить новые объекты. Сегодня, к сожалению... То есть, получается, система единый документ по водоотведению, он будет формироваться в процессе проведения водоотводной канализации? Смотрите, мы сегодня так или иначе все равно этим процессом занимаемся. Мы все равно уводим воды от объектов строительства, дорожного строительства. Мы строим лотки все равно. Мы эти лотки просто, они у нас сегодня связаны, единым документом не связаны. Да? Мы должны этот документ закрепить, построить и сказать, что теперь любое водоотведение, будь то это дворовая территория, либо строительство чего-то нового, должно соответствовать вот этим требованиям. И вот этот документ, значит, схема ливневой канализации, она пока отсутствует, но будет сделана. Тем не менее, мы сегодня уже уводим воду, все равно будем уводить, просто это все закрепим по вертикальным отметкам, по схемам в едином документе. Спасибо. Следующий вопрос, кто хочет задать? Здравствуйте, Юлия Бочкарева и Стас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно задать вопрос по поводу проводимой работы в этом году по реконструкции проспекта Ленина и какая работа планируется в следующем году? Спасибо. Так, по проспекту Ленина у нас идет сегодня разработка проектно-сметной документации. Мы планируем к марту месяца получить положительное заключение государственной экспертизы. Еженедельно мы проводим штабы по проспекту Ленина при обсуждении вопросов, начиная от технического характера, заканчивая. Вот сегодня у нас штаб был, мы обсуждали вопросы с нестационарными торговыми объектами. Что же с ними делать, куда их уводить, определять новое место для них. Это раз. Второе, значит, силами водоканала сегодня проводятся работы, связанные с реконструкцией колодцев, которые ведут к коллектору канализационному, который проложен практически по всей длине проспекта Ленина. Всего их 25, и эти 25 колодцев необходимо ремонтировать сегодня, чтобы мы с весны уже могли зайти на дорожные работы, связанные с дорожной одеждой самой. Разбирать асфальт, где надо, уже заменять, значит, в местах перехода газовых сетей, перекладывать эти сети. Поэтому сегодня идет подготовительная работа, значит, связанная с водоканалом, идет в полный рост работа, связанная с проектированием, и идет параллельная работа, значит, с нестационарными торговыми объектами. Вот так вот. И, значит, отдельно ведется работа по, значит, скверу, IT-сквер будет, сквер у торгового центра «Московский». Совместно с Ростелекомом ведутся, значит, предложения есть разработать вот современный сквер, который будет в который будут внедрены современные IT-технологии. Вот, и так называемый IT-сквер будет. По нему отдельно мы с Ростелекомом ведем работу и ее уже потом внедряем в проектно-сметную документацию. В целом работа идет в тесном контакте. Вот еженедельно мы проводим штабную работу. Спасибо. На этот год мы планируем освоить работы на сумму около 500 миллионов, 490 миллионов. Там, значит, работы будут связаны, значит, с подготовкой дорожной одежды, заменой инженерных сетей, закупкой материалов. И, значит, вот к 2022 году мы планируем закончить первый этап. Первый этап у нас будет от улицы Кулаковского до здания ЛОРПа. И к столетию Якутской ССР мы вот эту вот часть центральную сдадим в полном объеме. Ну и два оставшихся, значит, участка, это от Хабарова до Лорпа и от Кулаковского до Красноярова, мы сдадим в 2023 году. Спасибо, Евгений Николаевич, за ответ. Вот коллега из Якутского Саха-информационного агентства Виктория Сергеева в чате задала вопрос. Поменяются ли подходы? Злободневный вопрос, поскольку в этом году много было нареканий от горожан по поводу вырубки деревьев. Поменяются ли подходы к озеленению общественных пространств? Какие общественные пространства будут озеленяться? Будет ли вестись работа по борьбе с лебедями из шин, деревянными коробками с цветами, которые уже смотрятся не очень красиво? Вот такой вопрос, Евгений Николаевич. Да, по озеленению у нас, в принципе, мы для себя уже точно обозначили, что мы идем на многолетние растения. Значит, это касается проспекта Ленина. У нас там, значит, деревья и кусты. Что касаемо вот этих вот, как их правильно назвать, композиция, да, наверное? Или что? Точные композиции или кустарники? Да, вот, ну, вот, значит, и коробки со цветами, их на проспекте мы не видим. Значит, лебеди из шин, значит, город уже их не делает. Лебеди из шин, наверное, это сейчас остается деятельностью наших горожан, управляющих компаний, но мы это в рамках благоустройства, безусловно, делать не будем. Мы будем применять, значит, все лучшее, что можем, значит, найти, что можем сделать. Поэтому, значит, озеленяться будем кустарниками, деревьями, лебедей из шин не будет.
деревянные коробки со цветами – это не то, что мы хотим делать. Понятно, спасибо. Коллеги, у нас осталось буквально 2 минуты. Если еще вопросов много, давайте мы переподключимся, зайдем еще раз, поскольку у нас логин бесплатный. Есть необходимость продолжить или завершающий вопрос? Ну, если можно, я только просто хотела опять же про деревья спросить. Меня слышно, да? Да, пожалуйста, Кира Кириллова. Да, Евгений Николаевич, ой, извините. Да, ну, в общем, я хотела спросить про деревья. Да, вы говорите, кусты и взрослые деревья, это очень здорово. А с кем вы договариваетесь, какие это будут деревья? Я просто хотела привести пример тоже улицы Пояркова. Вы знаете, там была высадка крупных деревьев рябины. Она на проспекте не прижилась на Пояркова. Вот какие планы по проспекту? Какие По проспекту, деревья? да, значит, смотрите, по проспекту как раз-таки по озеленению мы должны на следующей неделе или уже в первых штабах января обсудить совместно с ботаническим садом и проектантами, какие деревья должны быть заложены в проектно-сметную документацию. Этот вопрос мы ставили по приживаемости и по возможности, значит, быстро откуда-то их доставить, если их не будет в городе Якутске. Поэтому я вот, Взрослые, да, я сегодня, взрослые деревья уже. да, я сегодня вот не готов ответить. Мы готовы будем после следующего штаба в полной мере предоставить, какое количество каких растений будет высажено на проспекте Ленина. Извините, у меня еще тоже такой небольшой вопрос. Я вот смотрела проект, и там у нас идут велодорожки по проспекту Ленина. У нас есть очень узкая проезжая часть, очень узкая тротуарная часть. Зачем велодорожки на А, проспекте? Да, здесь смотрите, у нас по проспекту Ленина узкая часть сегодня как раз-таки связана с двумя вещами. Да? Во-первых, это неправильно выстроенное вообще парковочное пространство. Очень много забрали мы под парковку машин, где они паркуются под 45 градусов. Раз. Второе, значит, это то, что уже происходит на тротуаре. У нас стоят очень большие нестационарные торговые объекты. Я прошелся по каждому из них. Есть нестационарные торговые объекты площадью 70 квадратных метров. Ну, и они стоят на тротуарах. И, значит, по тротуарам отдельно, значит, многие тротуары, значит, у них ну, непонятным образом огорожены палисадником, на которых реально не растет зелень. Просто вот палисадниками. Мы хотим это все оптимизировать, посадить деревья, где надо, убрать НТО, которые стоят на проезжей части, и тогда по проекту очень хорошо получается с двух сторон организовать двухметровую по ширине велопешеходную дорожку, помимо, значит, пешеходной дорожки. Ясно. Так, коллеги, пожалуйста, Ну, еще вопросы? Если вопросов больше нет, Евгений Николаевич, пожалуйста, заключительное слово. Ну вот мне очень приятно участвовать вот в таких начинаниях, потому что у нас впереди большая интересная работа, связанная с наведением порядка в нашем общем доме. Дай бог, чтобы мы к 2023 году реализовали все вот эти поставленные нами задачи и продолжили это мероприятие к тому, чтобы наш город был благоустроенный, удобный, и в нем хотелось жить не только нам, но и приезжать, чтобы гости к нам приезжали и оставались. Спасибо, Евгений Николаевич, спасибо, уважаемые журналисты. Всего вам доброго, с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом, друзья, здоровья, до свидания, спасибо. Спасибо.